Мы решили узнать, как отключение электроэнергии отразились на медучреждениях страны, в частности, в тех, где проходит лечение пациента с коронавирусной инфекцией. Связались мы по телефону с Гудаутской ЦРБ. В больнице дизель есть, однако проблемы все же существуют. По словам главврача Гудаутской ЦРБ Хаджарата Шамба, перепады электроэнергии отрицательно влияют на медицинское оборудование. В связи с этим главврач выразил опасения за здоровье тяжелых пациентов, находящихся на аппарате ИВЛ в реанимации. А вот как эту ситуацию прокомментировали в Минздраве республики. В Гудаутах свет не гаснет ни при каких обстоятельствах. И все эти веерные отключения – единственная больница, которую никак не касается. Потому что там у них установлен генератор с автоматическим управлением. И буквально через несколько секунд после того, как погас свет, без участия сотрудников во всей больнице включается свет. И он не только освещает, и все оборудование работает, и все работает, как было несколько секунд назад. Тяжело больные ковидом, которые на аппаратах, к ним тоже никакого отношения? Никакого, потому что электричество там есть всегда, постоянно. Как известно, в Ачимчирской ЦРБ есть спецблок для пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, но он не оснащен генератором. И отключение света, конечно же, влияет на работу медучреждения. Тяжело больных пациентов, которым требуется ИВЛ, в больнице нет. Но есть пациенты, пользующиеся кислородным концентратором, который, как известно, работает от сети, говорит главврач больницы Мадона Кишмария. Конечно, это вызывает некоторое неудобство в стационаре, потому что у нас лежат больные, у нас есть отделение инфекционное, где лежат больные с коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день лежит 18 человек. Пока вот такая ситуация. В понедельник мы давали информацию в Минздрав, был запрос от Минздрава, чтобы предоставить им информацию о том, готовы, не готовы. Мы дали информацию о том, что у нас дизеля нет. Сегодня выключают весь район, поэтому дополнительного питания у нас неоткуда брать. Обеспечивает районные больницы всех районов, в том числе и Ачимчирскую больницу, районная Ачимчирская администрация. Так у нас устроен мир в Абхазии. И поэтому это задача Ачимчирской администрации, не Минздрава. Мы обеспечиваем республиканские медицинские учреждения, как то республиканская больница, республиканский туберкулезный диспансер, республиканский психиатрический диспансер и так далее. Все республиканские учреждения, находящиеся в прямом и переносном смысле в подчинении Минздрава, мы их обеспечиваем. В Сухумской инфекционной больнице, по словам исполняющего обязанности главврача Стамура Гуния, веерные отключения не сильно влияют на деятельность медучреждения. Оно оснащено дизельным генератором мощностью 80 киловатт. Сейчас в больнице 26 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, двое в тяжелом состоянии. У нас дизель-генератор, который в течение нескольких секунд включается автоматически и бесперебойно нас снабжает электричеством. Единственное, что бывает, это пару раз было, буквально вчера ночью, после включения городского света бывает, что фазы путаются. И у нас кое-какие аппараты, больше бытовые, наверное, насос, который качает воду нам, трехфазные. Фазы, когда меняются, они начинают обратно крутиться, и приходится их переставлять фазы. И генератор потом не отключается. Вчера мы под дождем в 11 часов ночи, и я, и там еще ребята, дизелисты, разбирались, пытались перенастроить. И в российском мобильном госпитале, который расположен на территории гостиницы «Айтар», есть генератор. Так что во время перебоев с электричеством работа не останавливается. На сегодняшний день в госпитале 36 человек с коронавирусной инфекцией, 5 в тяжелом состоянии. У нас с этим никаких проблем нет. Как только свет отключают в городе, тут в Айтаре, в пансионате, имеется дизель, который автономно переключается. И также, когда переходим на городское снабжение, также дизель отключается, переходит на городской. То есть в этом плане никаких проблем нет. В штатном режиме мы работаем. И если вдруг у Айтара не было бы своего дизеля, у нас с собой 3 дизеля есть, которые можем автономно включить в любую минуту. Веерные отключения не влияют на работу и республиканской больницы. Наша больница обеспечена своим автономным электрическим снабжением, стоит
дизель. И он автоматически, автомат там стоит, переключается. Как свет гаснет, включается дизель, и снабжение идет по всей больнице. Потому что у нас реанимационное отделение, аппараты работают в круглосуточном режиме, пока больные лежат на аппарате искусственной вентиляции легких. Без них мы не можем. Так что у нас проблема с электрическим снабжением в этой больнице нет. Побывали мы и во второй городской Сухумской больнице. И здесь есть дизель, однако не очень мощный. Даем освещение только. Оно не отапливает больницу. Хирургии, где оперблок, потом кардиология, реанимация, нервное отделение, реанимация, и еще приемное отделение, и по коридорам там несколько лампочек горит. Только на освещение и приборы вот этот, как его, для этого реанимационные. Оборудование работает, получается, да? Ну да, стараемся. Ну когда что-то где-то своими силами как-то. Пока выходим, пока у нас все получается. А дальше не знаю, что получится, как получится. Своими силами. Ну, однозначно и администрация поддерживает города. Одним словом, можно сказать, что во всех медицинских учреждениях страны из-за веерных отключений работа не останавливается, даже несмотря на то, что некоторые из них не обеспечены генераторами. Сария Кварацхеля, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.